У меня отец, как кадровый охотник, всегда выпускают, как они мне сказали, 3000 уток запустили в прошлом году. Охотники — это не те люди, которые забирают все полностью. Привет, друзья! С вами Иванов Юлиан. Я хочу вам сейчас рассказать про культуру охотников. У каждого охотника своя культура, но что-то есть больше всего объединяющее, как я насколько вижу, то, как я бы назвал, как быть полезным, не только ходить на звери там, ради добычи или что-то там поиметь именно на охоте, а охота — это как в основном общение, помощь, польза близким. У меня отец, как кадровый охотник, всегда говорил мне: оставляй в избушке после себя еду, дрова, воду, даже лодку даже там в озере. Это нужно для того, чтобы можно было помочь каким-нибудь охотникам, которые попадают в тяжелые ситуации, когда нету помощи в окружении. И это пласт воспитания моих дедов, отца и прадедов, которые обучали моих отцов именно на охоте, чтобы иметь свой кодекс, свои правила поведения. И у меня сформировалось на это мнение, что сами по себе культура охотников — это такие люди разумные, которые, я не скажу, что все, но, по крайней мере, основная идея, она дисциплинирует и приводит к воспитанию. Допустим, я вот на охоте себя нашел как мужчина, когда мне дали ружье, доверили ружье, когда я начал уходить куда-то в лес, общаться с природой, добывать, например, и уверенность с каждым разом росла моя и приводит к тому, что больше всего это не только нужно для того, чтобы человек что-то имел, допустим, от природы, но и то, что он может еще и отдать. В основном, конечно, это общение. И здесь у нас в Стрелковом братстве, как я охотник, пришел с охоты, на стенд, пожилые люди, те, которые стреляют, всегда доминирует именно самообладание, уважение к близкому, общение. И там, где есть ружье, это не говорит о том, что там занимаются бабахингом, а в основном говорит о том, что человек учится гармонировать с самим собой, самообладать и быть мужчиной, можно так сказать. Поэтому я хотел всех мужчин призвать к тому, что вы огромные молодцы, те, кто занимается разведением охот, хозяйств. Сейчас вышел на ребят, на ютуберов, представляете, ребята, они не только охотятся, но еще и они выпускают, как они мне сказали, 3000 уток запустили в прошлом году. Находят спонсоров, там само по себе мероприятие связано с очень большими ресурсами, много нужно влаживать, чтобы это все хозяйство эксплуатировать, развивать. И само по себе это дело не окупаемое, а чисто как больше всего то, что человек обменивается с природой. Я их очень понял, я сказал, что я буду вашим инвестором, скоро обязательно вам помогу. И у нас, в частности, в Якутии, в Амге есть человек, который там уток тоже разводит, еще много кто разводит. И давайте любить, призываю вас, природу, природные богатства, чтобы это досталось нашим детям. И всех охотников я еще раз хочу сказать, что вы огромные молодцы, что обучаете. На самом деле это, то, насколько я вижу из своего опыта, как вообще охотники. Охотники — это не те люди, которые забирают все полностью. Они имеют меру. Сегодня мы приклад делаем не для того, чтобы все разрушать, для того, чтобы не было подранков, чтобы охотник себя хорошо чувствовал, чтобы полностью мог после себя оставить будущему поколению, когда поддерживают охоты. И сегодня не секрет, что когда выдаются лицензии для того, чтобы можно было баланс делать, чтобы этого слишком тоже много не было. Все имеет свою золотую серединку. Поэтому, друзья, такое видео в данный момент. Ставьте лайки, если было полезно. И будьте здоровы. Всего вам самого наилучшего.